и правильная реформа. И о результатах этой реформы мы еще будем убеждаться в следующие месяцы, в следующие годы. Потому что мы от чего оттолкнулись? Вообще, опять же, говорю, что мы все время пытались спрятаться за пальцем. И никто не признавал, что вообще-то 83% пенсионеров получали пенсию ниже прожиточного минимума. И потому что не было денег, пошли по какой формуле вообще? Придумать формулу расчета пенсии, исходя из денег, которые есть в кассе социального страхования. То есть это неправильный подход. То есть только экономить ты никуда не придешь. То есть мы дойдем до того, потому что рассчитано было, что если продолжать по этой формуле, там через 20 лет, по-моему, замещение пенсии составляло бы всего лишь 13% от заработной платы. Как можно прожить на этом уровне? Поэтому все проанализировали и сделали эту реформу. Первое это было устранение неравенства между категориями. Нам не до конца это еще удалось, но мы еще это доведем до конца. Потому что я считаю, что неправильно, когда у определенной категории людей замещение пенсии составляет 80% от заработной платы, а у основных граждан составляет всего лишь 26%. Я говорю о прокурорах. Прокуроры, судьи, там 80-75% замещений. Плюс у них есть еще и другие льготы. Потому что, на мой взгляд, и мы это обсуждали с коллегами, у кого там важнее функция или должность, он не так получает. Это должно регулироваться заработной платой. А пенсия должна быть прямо пропорциональной твоим